Жильцы 16-го дома по улице Ленина Ухтинского поселка Водный более 2 месяцев вынуждены жить под открытым небом. Во время капитального ремонта кровли у них частично обрушился потолок в квартирах. Как следствие, строительный мусор, холод и опасность короткого замыкания во время дождя. Дарья Филитова выяснила, из-за чего произошло обрушение и что дальше с капремонтом. 29 июня в квартире 16-го дома на улице Ленина частично обвалился потолок. Утеплитель и штукатурку удерживает натяжной потолок в детской комнате, но при каждом дожде становится хуже, говорит хозяйка квартиры. Видеоролик она выложила в сеть. Все, пошли дырки, начало все трескаться. Дует жесть, просто холодно. В этом году запланировано отремонтировать крыши 9 домов поселка Водный, 4 уже готовы. 16-й дом подрядчик ремонтирует с мая. Срок сдачи капремонта еще не подошел. Ремонтники оценивают фронт непредвиденных доп. Работ. То есть они крышу-то вскрыли, а накрыть никак не накроют. Не знаю, в чем причина. Работники то есть, то нет, то делают, то не делают. Крыша течет, топит. И в подъезде топит, и в квартире топит. Что вот делать? Будем надеяться, что до осени это все закончится. Управляющая компания плохо обслуживала жилой фонд. Оттого и проблемы теперь. Это позиция подрядчика. А без должного обслуживания дома быстро приходят в плачевное состояние. При снятии кровли работники обнаружили сгнившие балки, испорченную вентиляцию, треснувшие кирпичные кладки. А в 16-м доме обрушилось чердачное перекрытие. Предположительно, что за время эксплуатации дома неоднократно были протечки массовые. И что привело в состояние чердачного перекрытия плачевное состояние. То есть это, скорее всего, произошло до начала капитального ремонта, но вот выявилось именно когда подрядчик приступил к работам, начал динамически воздействовать на кровлю, и вот, собственно, произошло небольшое обрушение. В проблемном доме работала комиссия из Сыктывкара. Она установила, что в месте провала имеются следы гнили, которые образовались в результате постоянных протечек еще до проведения капитального ремонта крыши дома. Как уточнили в фонде капремонта, работы по восстановлению участков чердачного перекрытия, пришедших в негодность, будут проведены в рамках ремонта кровли. Дарья Филитова, Владислав Копылов, Артем Соколов, телеканал Юрган, Водный.